Любовь. Невозможно предсказать ее появление на свет. Зачастую любовь приходит вопреки всему. Суровости эпохи, непреодолимости обстоятельств. Бессмысленно рассуждать о ее правильности или пытаться рассчитать шаги, необходимые для ее сохранения. Любовь сама диктует поступки, порой безрассудные. Она толкает на подвиги и безумство, одаряет неуемной энергией и погружает в нескончаемую тоску. Но появившись однажды, любовь уже не оставляет ни на мгновение. Если она, конечно, любовь. Это Вадим Иванович Туманов, ярчайшая фигура среди современных российских предпринимателей, отчаянный комсомольский вожак, участник Великой Отечественной. Летом 45-го весь его выпуск школы штурманов отправили воевать с Японией. В 48-м он получил 8 лет лагерей за антисоветскую пропаганду. Не смирившись с приговором, 8 раз пытался бежать, но лишь после смерти Сталина был освобожден и признан невиновным. Туманов организовал крупнейшую в стране старательскую артель по добыче золота, легендарную «Печору», участвовал в разработке важнейших в Сибири и Дальнем Востоке месторождений цветных металлов, создал один из первых в стране производственных кооперативов. И всякий раз, преодолевая бюрократические препоны, чиновничью перестраховку и стремление руководителей ничего не менять ни в экономике, ни в политике. В начале 90-х входил в первую 20-ку самых богатых людей России. Через несколько дней начинался 56-й год. Мы уже 2 года с лишним работали. И начальство, как раз все начальство Заплага, это, Сусуман, тогда назывался Западное управление. Сейчас это Сусуманский район, самый большой район на Колыме. Много заключенных, и вообще это центральный такой район. Мы уже 2 года нарезали шахты. Это самая трудоемкая работа, самая такая основная трудоемкая работа, очень тяжелая. И мы нарезали бесконечное количество шахт. Я даже сейчас затрудняюсь сказать, сколько много. Мы нарезали на других приисках богатые шахты. И как раз начальство было на Челбане, и меня начальник Заплага племянников спрашивает: а ты что будешь на Новый год делать? Я говорю: да что-нибудь вот здесь. Он так посмотрел, подумал: в общем так, чтобы ты на Новый год был в центральном клубе. Я так даже немножко... Центральный клуб, можете представить, имея такой срок 25, хотя я уже был на поселении, но это равносильно, как вот сейчас, допустим, поймали какого-нибудь человека и пригласили в Кремль, понимаете? Я говорю: спасибо, гражданин. Он говорит: я тебе сказал, чтобы ты на Новый год был в центральном клубе. Я пришел во всем чужом. То есть меня Челбаня, прииска, где все узнали, и меня одевали, в общем, каждый предлагал что-то свое. Мне очень повезло, потому что начальник одной шахты приехал с материка и привез костюм. Кстати, очень хорошо, как будто на меня сшитый, и очень хороший. Сейчас смешно, все, туфли, все было совершенно чужое. Я всегда ходил в керзовых сапогах, в комбинезоне, в чистых рубашках. Больше у меня, в общем, мне и не нужно было ничего. Я, в общем-то, жил в какой-то степени, можно сказать, одним днем. И вот мы пришли на Новый год в центральный клуб Сусумана. Некоторые удивились, увидев меня, в общем, знали мое отношение ко мне секретаря района. В общем, я очутился вот в этом обществе. Тесно, танцуют все, гремит музыка. Я столько лет не был в таком обществе вообще.
И я проходил и увидел группу девушек. Сразу бросилась в глаза девушка, которая мне очень понравилась. Хотя я был недалеко, остановился от них с Дьяковым. И стою, разговариваю, и я не успевал ее. Все время кто-то успел пригласить другой. Уже узнал, что она секретарь, комсомольский секретарь. И когда заиграл, кажется, вальс, я моментально пригласил эту девушку и спросил, так, говорили, я говорю, давно здесь? Она говорит, нет, приехали недавно, вам нравится здесь? Я говорю, она говорит, знаете, так ничего, только публика какая-то. Я говорю, разве есть разница между публикой здесь и в Сочи, допустим? Она говорит, знаете, здесь эти бывшие заключенные. Я говорю, среди них есть так вроде нормальные люди, так танцуем, разговариваем. И когда танцевали, еще что-то, я так специально сделал, чтобы мы остались где-то подальше и стоим, разговариваем. В это время приходит, ее приглашает какой-то такой. Когда она ему вежливо отказала, что устала, мы с ней разговариваем, он отошел и что-то бурчит. Я говорю, какой невоспитанный комсомолец, он довольно еще молодой. Я говорю, а невоспитанный? Я говорю, она мне говорит, с чего взяли, что он комсомолец? Я говорю, по-моему, он из одной организации. Со мной так засмеялся. В общем, мы провели этот вечер, разговаривали, я ее проводил домой. А когда через несколько дней я приехал, она уже буквально все знала. Вышла так спокойно, чуть улыбается и говорит, вас отпустили в Сусуман? Я тоже засмеялся. Я говорю, да, у нас комсомольское собрание. Она говорит, я уже все знаю. А вас... И ей Федоренин, прокурор, буквально на второй день, несмотря что вот Новый год вроде, понимаете, ее пригласили и рассказали, что я... В общем, все рассказали чуть-чуть обо мне. Вот так я познакомился с Римой. 19-летняя Рима попала на Колыму по направлению после окончания техникума. Дочь работника прокуратуры, получившая хорошее домашнее воспитание, мамина, а после ее кончины бабушкина, стала в Сусумане комсомольским секретарем. Фарфоровой хрупкости девочка в обществе суровых и отчаянных мужчин, в столице безумной красоты Колымского края, вся прелесть которого потерялась в опутавших его километрах колючей проволоки. О колымских лагерях Туманов как-то сказал: «Я жил тогда, как голый среди ножей». Нормальному человеку представить это невозможно. Зимой такой жуткий холод, что пальцы, коснувшись стены барака, примерзали к ней мгновенно. Летом неимоверная духота и бесчисленные рои насекомых. Так что каждый глоток чистого воздуха почитался за счастье. Она была довольно заметной особой. Я был из числа очень-очень многих женихов с претензией поговорить с ней, увидеть ее, понимаете. Она мне очень нравилась, но она нравилась очень многим. Поэтому у нее, наверное, тоже чуть-чуть голова кружилась от того, что было много женихов и выбор. В общем, а я приезжал, иногда уезжал довольно злой. В общем, я уже не мог без нее. И потом освободился я. Освободился, вот здесь уже зашел разговор о чем-то. Да, у меня 25 лет сроку, о чем можно было говорить? Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной, Вологодского с ног и вперед головой. И запрыгали двое, в такт цапя на бегу, на виду. Я лежал в больнице, и вдруг этап. Смотрю, какие-то машины, конвой, собак, очень много, понимаешь? Я так подхожу, а зима была. Я открываю дверку, кидаю, говорю, держи, ребята. Заскочил в машину, а мне говорят, ты знаешь куда? На Линковый. Или на Широкий. На Линковый. Я так раз ногу в дверь, я говорю, подожди, стоит казах, охранник. Что подожди? Я говорю, подожди. Я говорю, больной. Он говорит, больной лежал в больнице.
Но я вижу, что мне ничего не остается делать. Я этого охранника выпрыгнул. И тут на меня сразу собаку натравили. Собака одна здоровая поймала охранника большого какой-то, который ко мне кинулся, за шубу его крутанула, а вторая меня за ногу. Ну, автоматчики же кругом. Я собаке между ухом глаза врезал, она упала на лапы, визжит. Здесь стрельба кругом, под ноги. Ну, вообще вся зона там вылетела. Я в вахту, а недалеко от вахты, я как раз к вахте. А вахтер раз, что ли, это досунулся, я говорю, заболел. Он говорит, что заболел? Уже ничего. А у него воротнички такие, знаешь, еще лощеные целлулоидовые. И как-то он близко подошел, я его левой рукой поймал за целлулоидовые. Все тут потрескалось. Я его швырнул дальше и в зону заскочил. Я говорю, у вас что здесь, пересылка или больница? Я говорю, я пришел с одного лагеря, а меня в другой отправляют. И в это время куча офицеров вваливается. Она говорит, померьте температуру. И ждут. Я говорю, я же знаю, что никакой температуры нет, ничего. Она говорит, ну, в общем, короче, я когда достал термометр, нормально. Но они так все вздохнули. Я говорю, ладно, сейчас я поеду. И в это время мне передали нож. И там девчонка была одна из спецчасти больницы, принесла бритву опасную. Я взял, когда себе разрезал живот. А живот надо обязательно насквозь. Если не насквозь не разрежешь, то кишки не тронуты, они все равно толкают машину. И меня на операционный стол, там был Михаил Михайлович. Он говорит, лежи, я говорю, подожди, я говорю, машину уехали, он говорит, уехали уже. Но, короче, мне зашили, я еще тормознулся, так я не попал на Линковый. Да потому что там уже ждали его, там Бог сама увила бы его. Его ждали и хотели его тут пристрелить там. Могла ли идти речь о любви передовой комсомолки и сорвиголовы, успевшего на свои 8 накрутить 25 за неповиновение начальству, за побеги, за сопротивление лагерным авторитетам? Был разговор, через некоторое время у нас была свадьба. Было больше 100 человек, это в Центральном, там тоже в Сусумане, там вечером был ресторан. Нам, в отличие от очень многих, сразу выделили квартиру. Ну, квартиру в Сусумане это равносильно, вот как в Москве, раз выделили квартиру. Я снова уже работал, и, в общем, мы как бы чуть-чуть остались с пропиской на Колыме. Что интересно, на следующий Новый год она говорит, пойдем на Новый год в Центральный туда вот опять в ресторан, но как сейчас... Я не люблю это слово «элита», понимаете? Ну, в общем, там собиралась, в общем, давайте назовем элита Сусумана. Мы пришли, и когда мы выходили, кто-то схватил Риму за руку, я что-то сказал этому, а тогда Асадмил или Бригадмил, я уже не помню, с повязками такие здоровые парни, что-то они наводили порядок, и, в общем, получилась драка. И опять я поучаствовал совершенно нечаянно. Я не хотел, потому что он сказал что-то такое обидное, и я его ударил. А их было человек 6. А хорошо, что еще были горкомовские работники. Это как раз в вестибюле, когда уже выходили, понимаете, много было пьяных. И они все видели, что не я начинал эту драку, понимаете. И моментально, значит, а у нас как, влетела милиция, забирают тех, кто еще стоит на ногах, а кто лежит, уже тех не забирают. Меня увели в милицию Сусумана. И первое, когда я захожу, был такой начальник ВБХСС. Вы слышали когда-нибудь такую организацию? Такой майор Шевчик. Поганый. То есть, может быть, он и не поганый, но ко мне он относился, знаете как, так же, как и я к нему. И он говорит, попался бандит. Это первое, понимаете? И Римов заплаканная, он говорит, ты еще наплачешься с ним. Вот так начинался 57-й год. В 59-м у Тумановых родился сын. Колымский климат малышу был совсем не показан, и Рима несколько раз возила его в Пятигорск к родным. А однажды они с Вадимом решили, что для сына будет лучше, если она с ребенком поселится там насовсем. В 65-м, когда малыш подрос настолько, что стал требовать к себе чуть меньше внимания, Рима пошла работать на недавно организованное в Пятигорске телевидение, выиграв в дикторском конкурсе у 300 конкуренток. Первый диктор. Она была не совсем земным существом. С ней здоровались на улице,
Ей говорили «добрый день», когда она появлялась на голубом экране. Со временем диктор стала редактором, появились авторские программы. В одной из них, кстати, впервые на советском телеэкране появился бард Владимир Высоцкий. А у Вадима Ивановича, между тем, дела складывались совсем непросто. Вообще у меня все время были проблемы. После 8 лет, которые я отсидел, и ребята считали грубо, конечно, начиная работать в Магадане, в Якутии, на Охотском побережье, в Приморье, в Бодайбо, на Урале, в Душанбе. Вот везде, где я работал, у меня всегда были проверки. А проверок было, это примерно, считали тоже ребята грубо, 14 лет. Вот ты работаешь, а проверка идет. Как вы думаете, как себя чувствует человек? Конечно, были проблемы. Проблемы уже, знаете, когда все есть, все вроде все очень хорошо, когда вдруг приезжают с обыском, и когда идет обыск в квартире. Вы понимаете, поэтому было очень много сложностей и переживаний. И она мне рассказывала, был обыск, и было неудобно. Она стала на диван, и ее попросили подавать книги, тяжелые книги. Такой майор, она говорит, лицо вроде такое, ну, вроде нормальное. И такая, значит, улыбочка. И когда она подает книжки, а книги очень тяжелые такие, он говорит, у вас, наверное, желание, чтобы книга мне упала на голову. Она говорит, я посмотрела, говорит, нет, такого желания, вам больно не будет. Он сначала заулыбался, а потом, вероятно, понял, как она сказала, у него такое злое промелькнуло. Ну, вот это ответ. Когда обыскивают даже сундук такой. Рима жила со своей бабушкой, и у нее был такой большой-большой сундук вообще у старушки. И когда этим следователям хотелось заглянуть туда, они, впрочем, и заглянули туда. Но как вы думаете, приятно это было? Она уже работала диктором на телевидении. Ничего они не могли найти, потому что ничего не было. Выживать им помогали друзья. Они притягивали их своей искренностью, добротой. Евгений Евтушенко как-то назвал Туманова работающим на земле самородком, а Святослав Федоров, познакомившись с ним поближе, вздохнул. На таких, как он, земля держится. В разговорах о Риме первым словом была щедрость. Однажды в Московском доме кино актриса Таганки Нина Шацкая познакомила Тумановых с Высоцким. Так началась их дружба длиною в жизнь. Песни Володи Высоцкого звучали. Мне они очень нравились. Я пытался разобраться. Были очень плохие записи. Было несколько моментов, что ты там слушаешь. Там же ведь и слышать-то невозможно ничего. В общем, мне нравилась другая музыка. А потом, когда Володя стал у нас бывать, было совсем другое. А Володя был одной из интереснейших личностей, с кем мне посчастливилось в жизни повстречаться. А с Володей мы часто спорили. Я и Володя с ней. Она нам доказывала, что есть где-то следующая жизнь, есть летающие тарелки. Она нам доказывала один раз, что какой-то вот механик, инженер попал в Бермудский треугольник. Сейчас он рассказывает где-то. Ну, в общем, все, что это подтверждается. И когда Володя написал впервые песню про Бермудский треугольник, он ночью буквально позвонил и сказал, что Рим, пишу это поздно ночью, потому что только для тебя закончил, и еще как бы что-то вроде переворачивал листы, потому что забывал что-то. Рима просила где-то найти. Мы ее долго искали, эту вещь. Вот через полгода после того, как Рима не стало, эту пленку нашли. Это мы записываем поздно ночью. Это только потому что для тебя. Про Бермудский
новая передача. В субботу чуть не плача, вся кончика в дачах телевизору рвалась. Вместо чтоб в субботу мыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковы власти колют нам второй укол. Уговорила Володя, Вовка не хотел сначала, а потом, значит, состоялось это интервью. Она сделала фильм этот, его показали один раз по пятигорскому телевидению, а потом через какой-то промежуток времени, уже когда о Володе стали писать что-то там, он прошел здесь, в Москве. К сожалению, его прокрутили, и через какое-то время пленка кому-то потребовалась, и было стерто. Володя считал, что она могла быть прекрасной актрисой. Вовка и Марина вместе, когда у Римы были некоторые моменты серьезные, нужно было лекарство или что-то, моментально Марина присылала. И Володя очень много присылали, делали, понимаете. Вовка привез как-то, кажется, 3 платья было, которые он привез. У него было 8 концертов, которые он дал за границей. Он привез красивое черное пальто, кожаное такое, тогда было модное. Я знал, что это пальто было дорогое. Я полез за деньгами, Марина меня ухватила за руку, у нее довольно красивые, в то же время как цепкие руки. Ухватила сильно-сильно. А Вовка так посмотрел, говорит, что ты деньги суешь? Я за эти 8 концертов заработал больше, чем за всю свою жизнь здесь. Что объединяло столь несхожих людей? Наверное, неутолимая любовь к работе, которая делает человека думающим и интересным. Это месяц назад, 2 или за 3 до смерти он написал эту вещь. Это одна из последних. Я уже говорил, он считал, что она еще не совсем сделана, и просил меня не показывать ее и не переписывать. Хотел доделать, но... Белее снега белый вальс, кружись, кружись, чтоб снегопад подольше не прервался. Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь. И ты был бел, бледнее стен, белее вальса. Ты внешне спокоен, старейшинного бала, но тень за тобою тебя выдавала, метала, сломалась, дрожала. Но ни самоотверженная работа, ни множество друзей так и не смогли уберечь Тумановых от властного гнева. Так было в 60-е, когда рабочим Печоры и его руководителю отказывались выплачивать заработанные ими деньги по причине того, что нельзя зарабатывать так много. Это артели, добывшие родине 800 тонн золота. Так было в 90-е, когда ельцинскую реплику «Даже я столько не получаю» по-юношески ершистый Туманов парировал: «Это вы получаете, а я зарабатываю». Так было и в самом начале перестройки, когда Горбачевское окружение настроило своего шефа против Туманова, инспирировав серию статей в органе ЦК «Социалистическая индустрия». Но это было совершенно страшно, вы понимаете, когда вроде все идет хорошо, она прекрасно работает, все, и вдруг появляется статья. Как же она называлась? «Это вам и не снилось». Можете представить, социалистическая индустрия, газета, которая, газета ЦК. Это вам и не снилось. Я вообще, когда мне ее показали, я сам ничего не понимал. У меня было сначала, когда это вам и не снилось, потом читаю, что-то непонятно, потом вижу свою фамилию, и она мелькает, и получилось, что я настолько вообще человек, но хуже не бывает. Я как-то потом ехал по Москве и думал, кто-нибудь еще хуже меня есть или нет. Было столько глупостей, грязи, придуманного.
А самое это страшное было, что я никакой не участник войны, что я все где-то это купил, приобрел. Это было ужасно, понимаете? Мой сын, уже взрослый, давно спросил, говорит: мама, а может, папа действительно не был краснофлотцем? Понимаете, вот вокруг все сразу изменилось. Очень мало стало друзей. В редакцию почти люди не заглядывали. Понимаете? Старались не встречаться глазами. Директор не знает, что делать, потому что я ведь явно никакого отношения к старателям не имею, к работе. Ну, в общем, сказал, что радикальным выходом из этого положения было бы увольнение. Я еще сопротивляться тогда могла. Что-то доказала там. Смешно так все было. Соседи митинги устраивали. Милые, замечательные люди, честные, которые пирожками кормили. Вдруг совершенно что-то с ними соседи произошло, и стали писать письма, чтобы меня выселили из города. Вместо уроков стали читать индустрию. Совершенно маленьким детям, 4-классникам на уроке рисования. Читают индустрию. Вот у нашей дикторши, одни из учителей, Римы Васильевны, муж бандит. Вот так. Дети, вот посмотрите, что, какие бывают двуличные люди и так далее. Ну а потом что? Потом... Потом характеристику стали писать. Я не партийный человек, а писал. В бюро собирались. Это вот можно спросить у Агафонова, как они характеристику долго думали, какие же у нее недостатки. Человек работает хорошо, любит работу. У меня, собственно, кроме работы, что у меня и было в жизни. Так, четверть века на этой студии проработала. Потихоньку отстранили от эфира. После этого нервное потрясение и 2 инфаркта в 1 год. Когда я приехал, я буквально ее не узнал. Она ходила уже прижимаясь по стенке. Вот так бывает в жизни. После тщательного расследования обстоятельств, изложенных в статьях социалистической индустрии, суд определил: газета должна принести извинения Туманову Вадиму Ивановичу. За судьбу Римы Васильевны ответственности нести некому. Это, в общем-то, ее угробило. Это ее приблизило к тому, что произошло вот год тому назад. Ну, может быть, жила бы. Проходит все. Стирается след прошлых бед и обид. Блекнет гордость трудовых подвигов. И только любовь всегда остается рядом. Не отцветает, не уходит, уходя, и не может ни обмануть, ни предать. Я вот последние годы как бы посмотрел свою жизнь, я понял, что вот столько было разного, и что так получилось. Мне повезло с этим человеком, и меня не обманула только любовь. А что меня не обманула только любовь в жизни, это совершенно действительно точно. Был белый вальс, конец сомнения маловеров, и завершение юных снов, забав, утех. Сегодня дамы приглашали кавалеров не потому,
не потому, что мало храбрости у тех возведены на время бала звания дам. И кружит головы нам вальс, как в старину. Партнерам скоро отлучаться по делам. Спешить на помощь, собираться на войну. Белее снега белый вальс, кружись, кружись, чтоб снегопад подольше не прервался. Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь. И ты был бел, бледнее стен, белее вальса. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь к границе берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой, и жизнью вы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал, потому что если не любил, значит и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье
погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит я люблю. Я люблю, и значит я живу. Я каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Теперь я не избавлюсь от покоя, ведь все, что было на душе на год вперед, не ведая, она взяла с собою сначала в порт, а после в самолет. И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым, но не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей пустынная пустыня, но что стоите над пустой моей душой? Обрывки песен там и паутина, а остальное все она взяла с собой. Пускай мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым, но не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей все цели без дороги, поройтесь в ней, и вы найдете лишь две полуфразы, полудиалоги, а остальное Франция, Париж. Мне каждый вечер зажигают свечи, мне образ твой окуривает дым, и не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Несла свою беду по весеннему по льду, обломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, а за острые края задержалась, а за острые края задержалась. И беда с того дня ищет по свету меня, слухи ходят вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, знала голая ветла, и еще перепела с перепелками, и еще перепела с перепелками. Кто же из них сказал ему, господину моему,
только выдали меня, проболтались, и от страсти сам не свой он отправился за мной. Ну а с ним беда с молвой, увязались. Ну а с ним беда с молвой, увязались. Он настиг меня, догнал, обнял на руки, поднял. Рядом с ним в седле беда ухмылялась, но остаться он не мог. Был всего один денек, а беда на вечный срок задержалась. А беда на вечный срок задержалась. Так дымно, что в зеркале нет отражения, и даже напротив не видно лица. И пары успели устать от кружения, и все-таки я допою до конца. Все нужные ноты давно сыграли. Сгорело, погасло вино в бокале. Минутный порыв говорить пропал, и лучше мне молча добить бокал. Полгода не балует солнцем погода, и души застыли под коркою льда. И видно, напрасно я жду ледохода, и память не может согреть в холода. Все нужные ноты давно сыграли. Сгорело, погасло вино в бокале. Минутный порыв говорить пропал, и лучше мне молча добить бокал. В оркестре играют устало, спевая. Смыкается круг, не порвать мне кольца. Спокойно я должен уйти, улыбаясь. И все-таки я допою до конца. Все нужные ноты давно сыграли. Сгорело, погасло вино в бокале. Тусклей, равнодушней оскал зеркал, и лучше мне молча добить бокал. Бокал. Она была чиста, как снег,
зимой в грязь заваля. Иди по ним по праву. Но вот мне руки жжет ее письмо. Я узнаю мучительную правду. Не верил я, что это только маска. И маскарад закончится сейчас. На этот раз я потерпел фиаско. Надеюсь, это был последний раз. Не ведать мне страданий и агоний. Мне встречный ветер слезы оботрет. Моих коней обида не нагонит. Моих следов метель не заметет. Моих коней обида не нагонит. Моих следов метель не заметет. Было так, я любил и страдал. Было так, я о ней лишь мечтал. Я ее видел тайно во сне, амазонкой на белом коне. Что мне была вся мудрость скучных фраз, когда к следам ее губами мог припасть я? Что с вами было, королева грез моих? Что с вами стало мое призрачное счастье? Думал я больше песен не петь. Думал я больше слез не смотреть. Не тянулись с ней нитями лжи. С нею были одни миражи. Я жгу остатки праздничных одежд. Я струны рву, освобождаюсь от дурмана. Мне не служить рабом у призрачных надежд. Не наслаждаться больше идолом обмана. Мне не служить рабом у призрачных надежд. Не наслаждаться больше идолом обмана. Сейчас специально для женщин. Это из фильма «Хозяин тайги». Она была... Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови, плесну. Мир подводный и надводный свой, не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Если беден я, как пес один, и в дому моем шаром кати, ведь поможешь ты мне, Господи, и не дашь мне жизнь скомкати. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные,
золотые мои россыпи. Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Я гляжу, как я любую с тобой, как Мадонной Рафаэлевой. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Подумаешь, с женой не очень ладно, подумаешь, не важно с головой, подумаешь, ограбили в парадном, скажи еще спасибо, что живой. Ну что ж такого мучается наркома, ну что ж такого начался забой, ну что ж такого выгнали из дома, скажи еще спасибо, что живой. Плевать, партнер по покеру дал дуба, плевать, что снится ночью домовой, плевать, в Софии выбили 2 зуба, скажи еще спасибо, что живой. Да ладно, ну уснул вчера в опилках, да ладно, в челюсть врезали ногой, да ладно, потащили на носилках, скажи еще спасибо, что живой. Да правда, тот, кто хочет, тот и может. Да правда, сам виновен, Бог со мной. Да правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой? Да правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой?